В живописной коллекции Восточно-Казахстанского музея искусств есть удивительная картина. Ее автор – алматинская художница Нурселя Кульсеитова. Это довольно большое полотно размером 90 на 100 сантиметров, выполненное в технике масляной живописи. Сейчас такая картина, может быть, и не воспринималась бы как нечто новое, но датируется она 1985 годом, когда стиль социалистического реализма и его каноны еще не утратили своего доминирующего положения. Очевидно, что Нурселя Кульсеитова уже видела и понимала творчество знаменитых казахстанских шестидесятников Салихиддина Айтбаева и Шаймардана Сариева. Очевидно, что путь ее был в русле национального искусства. К сожалению, жизнь талантливой художницы оборвалась в возрасте 42 лет. В сети интернет о ней нет практически никакой информации. Известны только годы жизни художницы 1950-1992. Известно ее почетное членство в Союзе профессиональных художников СССР и Казахстана, а также место рождения – город Иссык и год окончания ею Алматинского художественного училища – 1972. Мы не знаем даже причину ранней смерти этой талантливой женщины, а данная работа под названием «Девушка в белой кофте» – единственное полотно Кульсеитовой в собрании Восточно-Казахстанского музея искусств. На картине девушка, сидящая в юрте, в традиционной позе, к которой привыкают с детства. Пластика ее тела, расслабленный торс и руки красноречиво говорят о том, что сидеть ей так вполне комфортно, чего не могла бы сказать ни одна наша современница, живущая в городе, у которой в такой позе через 15 минут уже занемеют ноги. Восточный казахстанский музей искусств девушку в белой кофте передали из дирекции художественных выставок Союза художников Казахстана. Мы очень благодарны сотрудникам Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева за то, что они выслали нам фотографии 7 живописных картин Кульсеитовой, хранящихся в фондах этого музея, в том числе и автопортрет самой художницы. Взгляните, какие необычные пейзажи на ее полотнах. Холмы и горы выглядят здесь как цветная, живая, движущаяся масса. Но особенно много работала Нурселя Мукашевна в жанре портрета. Портреты, которые вы видите, очень разные по стилистике. Поиски стиля у Кульсеитовой имели в своей основе всегда национальную привязку. Ее герои и модели, да и она сама, находились в пространстве некоего говорящего и конкретно казахстанского фона. Девушка в белой кофте – единое целое с волочными муизами за ее спиной, так же, как и ткачиха, зрительно часть орнамента тканой ее работы. Знаменитый художник Амандос Атибекович Аканаев кажется зрителю на картинах этой художницы фрагментом живописных полотен, так же, как и сама художница, изображенная на автопортрете среди чистых и цветных холстов. Фон портретов в работах Кульсеитовой становится частью образа портретируемого. В нашей картине человек и ковер поданы практически равнозначными. Образ девушки XX века и ее жизнь и духовный мир трактуются в этой работе как часть бесконечного узора, сотканного целыми поколениями ее народа. Даже яблоки, небрежно разбросанные у ног модели, тоже символ – алматинский бренд. Особенно удивляет построение пространства в этом портрете. Оно выполнено в обратной перспективе. Такое видение мира было присуще всем народам в древности. Стоит почитать исследования Павла Флоренского на эту тему или взглянуть на древнеиранские и древнеиндийские миниатюры. Общепринятые сейчас академические правила линейной воздушной перспективы появились только в эпоху Возрождения. В возрасте 6-7 лет мы приводим ребенка в художественную школу и ломаем ему мозг и зрение, чтобы он смотрел на мир глазами Леонардо да Винчи. Только немногие авангардисты в начале XX века пытались смотреть на мир глазами наших предков.
А Нурсия Кульсиитова, которая чувствовала себя хранителем казахского орнаментального искусства, логически пришла к живописи практически плоскостной и пространству, которое в обратной перспективе послушно падает к ногам зрителя.